Я младшая дочь легендарного обрека чеченского народа Зелимхана. Меня зовут Энисат. Я хочу поделиться с вами своими детскими воспоминаниями тех далеких тревожных лет, времен ненавистного царского самодержавия. Всем известно, царская власть долго и безуспешно преследовала моего отца, который боролся против эксплуататоров как мог и умел. Нашу семью неоднократно арестовали, держали в тюрьмах. Надеюсь, что Зелимхан сдастся, а мы, дети его, и также старшие, поддерживали его. Знают, что он борется за народ. Зелимхана очень любили в народе. Ему помогали укрываться люди разные национальности. Чеченцы, ингуши, осетины, русские и дагестанцы. Всюду, где появлялся Зелимхан, его принимали гостеприимно. В 1911 году, когда мне было 7 лет, нашу семью отправили в ссылку в Красноярский край, в Енисейской губернии, поселок Ермаковка. Жизнь в ссылках протекала в очень трудных условиях. Жить нам было трудно, не хватало продукции питания. Нас было 8 человек, 5 нас детей и Салтамурада, жена с сыном. Не было в семье работоспособных. Мы не знали даже русского языка. Но, несмотря на это, в этой глухой, далекой Сибири чувствовали хорошо. Потому что рядом с нами были добрые, отзывчивые люди, которые окружали нас своим теплом и заботой. Там были политические сильные Аркадий Петрович и Николай Дорофеевич, фамилию которой сейчас, к сожалению, не могу вспомнить. Это были люди большой души и сердца. Они хорошо отзывались о нашем отце, выражались сочувствию к нему и готовность помочь в любую минуту, если находились вы рядом. Они знали его по статьям из газет. Так как царское правительство часто писало о нем, как в народном бунтаре, разжигающем вражду среди народов против царя. Наш отец все, что отнимал у богачей, создавал бедным. Он сыграл немалую роль в борьбе горцев с царским режимом, несущему народу вражду и постоянные расправы. Но большую, теплую заботу проявила у нас русская девушка, политическая, сильная Валентина Михайловна Карташова. Мы жили в одном доме, Валентина Михайловна на 2-м этаже, а мы на 1-м. Она обучала мою старшую сестру Муслимата грамоте и заботилась о нас. Приносила нам вести об отце, читала, что пишут о нем царские газеты. Она всячески старалась окружить нас материнской ласковой и заботой. Узнал у нее тесной связи с нами,
ее выслали в Минусинск. Однажды ночью, переодевшаяся в мужскую одежду, маской с усами, по сопровождению кучером, Валентина Михайловна приехала к нам. Она постучала нам в двери. «Откройте двери!» А мы боялись, двери не открывали. Она говорит тогда: «Бабик, открой двери, я же Валентина Михайловна». Но она называла мою сестру Муслимата Бабиком. Но она узнала ее, открыли двери. Она как зашла, заплакала, всех детей обнимала. Мои родники, поцеловала всех. Она нам дала всем прозвища. Моя старшая сестра Муслимата она называла Бабиком, а второй Умарави она называла Умаркой, а Лам Али она называла Ромкой, а меня Аниской. А Магомед был наш брат, а его так и Магомедом называла. Она привезла нам полные 2 мешка одежды зимние и для детей игрушки. Попрощалась с нами, со слезами на глазах, Валентина Михайловна уехала. Никогда я не забуду эту добрую, красивую русскую девушку. Да, много пришлось за мою жизнь мне увидеть. Но настали такие дни, которые принесли нам в дом счастье и радость. Я и сестра, по-моему, больше, чем кто-либо другой, знаем цену свободной жизни. В жизни, когда ты чувствуешь себя полноправным человеком. Многое пережили мы. Голод, холод, тюрьмы, ссылку, гибель отца, дяди и 2 братьев.